Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Сегодня в здании правительства Республики Таджикистан под председательством основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, председателя правительства страны, уважаемого Эмомали Рахмона, состоялось расширенное заседание правительства Республики Таджикистан. В работе заседания приняли участие руководство и члены правительства страны, исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан и его структурных единиц, руководители центральных государственных органов, ведомств при президенте и правительстве, республиканских предприятий и учреждений, председатели областей, городов и районов, центров реализации государственных инвестиционных проектов, государственных и акционерных банков и другие ответственные лица. Члены правительства, в частности, всесторонне проанализировали и обсудили социально-экономическое положение страны, выполнение принятых стратегий, программ, планов, поручений и указаний, поставленных главой государства в послании Маджлиси Оли на заседаниях правительства, а также имеющихся в различных сферах недостатках, упущений и проблемах и пути их решения. Также было отмечено, что руководители всех министерств и ведомств, исполнительных органов государственной власти, областей, городов и районов, других соответствующих структур и органов, исключительно все государственные служащие, обязаны устранять недостатки и упущения, отмеченные на заседании правительства, качественно и полностью осуществлять указания и поручения, обозначенные в послании главы государства, и о результатах отчитываться перед правительством. Оживить, активизировать работу в направлении предотвращения возможных рисков на экономику страны, устойчивого обеспечения макроэкономических показателей, привлечения инвестиций, повышения экспортного потенциала страны, улучшения доступа производственных предприятий и дихканских хозяйств к финансовым ресурсам и развитию производственной инфраструктуры, создание новых рабочих мест, укрепление регионального сотрудничества и развитие туризма в республике. Руководители рабочих групп по осуществлению работ по созиданию и благоустройству в честь 30-летия государственной независимости должны усилить контроль над выполнением плана уже утвержденных мероприятий в местных органах государственной власти, при этом ежеквартально заслушивать и обсуждать отчеты председателей областей, городов и районов по социально-экономическому развитию, созданию различных объектов, созидательным работам, озеленению, особенно созданию новых садов, виноградников, улучшению состояния использования земель, водных ресурсов, экологии и других работ. В свою очередь, руководители областей, городов и районов обязаны усилить деятельность в направлении своевременного и качественного выполнения мероприятий в честь празднования государственной независимости Республики Таджикистан и обеспечить решение вопросов, поставленных руководителями рабочих групп во имя созидания и благоустройства республики. Уважаемые телезрители, напомню, вчера, 26 января, в Большом зале Кохи Сомон резиденции правительства Республики Таджикистан президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, обратился к Маджлиси Оли Республики Таджикистан с посланием об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Таджикистан. В Большом зале дворца Кохи Сомон резиденции правительства Республики Таджикистан президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, обратился к Маджлиси Оли Республики Таджикистан с посланием об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Таджикистан. В этом политическом мероприятии приняли участие члены Маджлиси Милли, депутаты Маджлиси Намояндагон Республики Таджикистан, премьер-министр страны, члены правительства страны, руководство исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан, министерств и государственных комитетов, ведомств при президенте и правительстве страны, центральных судебных ведомств и правоохранительных органов, Национальной академии наук, высших учебных заведений страны, председателей областей, городов и районов, представителей ряда общественных объединений, представителей дипломатического корпуса, средств массовой информации, молодежи и другие.
В своем послании Маджлис-и-Оли Республики Таджикистан лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, определив основные направления внутренней и внешней политики, обеспечения развития экономики, промышленности, энергетики, транспорта, коммуникаций, безопасности, правопорядка, здравоохранения, культуры, науки, образования, социальной защиты, молодежи, спорта, туризма, поставил конкретные задачи перед ответственными лицами. В ходе выступления глава государства отметил, что послание президента страны высшему законодательному органу республики и народу Таджикистана предлагается в подлинно исторический год, 30-й годовщины независимости и свободы нашей Родины. 2020 год для жителей планеты, в том числе и Таджикистана, был одним из самых всесторонне тяжелейших. В результате распространения пандемии инфекционного заболевания коронавируса и связанное с этим стремительное снижение экономической активности и невиданный рост безработицы, ситуация на планете еще более осложнилась, и почти все страны столкнулись с острым экономическим, финансовым и социальным кризисом. Несмотря на возникшие проблемы в стране, предприняли ряд оперативных мер для предотвращения последствий кризиса и защиты экономической безопасности страны. С учетом снижения доходной части бюджета, возрастания требований финансирования прежде всего в социальные сферы, в том числе здравоохранение и другие намеченные затраты, был пересмотрен государственный бюджет на 2020 год и внесены соответствующие необходимые изменения в показатели доходной и расходной частей и их экономический дефицит. В частности, в сферу здравоохранения для покупки лекарственных препаратов и медицинского оборудования, создания временных госпиталей и поддержки работников здравоохранения из государственного бюджета были направлены 1 миллиард 600 миллионов самани дополнительных средств. Для полного и своевременного выздоровления лиц, зараженных инфекционным заболеванием COVID-19 в стране, были задействованы более 30 госпиталей на 7 тысяч коек и мобилизованы 5400 врачей и медицинских работников. С целью защиты продовольственной безопасности страны и увеличения объема производства отечественной продукции, площади под основной и повторный сев сельскохозяйственных культур были увеличены на десятки тысяч гектаров. Экономика страны в 2020 году возросла на 4,5%, а объем валового внутреннего продукта достиг 82,5 миллиарда самани. В этот период рост объема производства промышленной продукции на уровне 9,7%, сельскохозяйственной продукции на уровне 8,8% и внешнего товарооборота на уровне 0,8%, в том числе экспорта в объеме 19,8%, создали основу для экономического развития страны. Особо следует отметить, что производство пищевой продукции по сравнению с 2019 годом возросло на 28,3%, что способствовало улучшению и обеспечению внутреннего рынка продукции отечественного производства. В различные сферы национальной экономики были привлечены зарубежные инвестиции в общем объеме более чем 5,4 миллиарда самани, в том числе 1,3 миллиарда прямых инвестиций. 2020 год в историю нашей национальной государственности вошел также благодаря ряду важных и памятных событий. В том году на основе решения авторитетной международной организации ЮНЕСКО отпраздновали 5500-летие древнего городища Саразм и 700-летие выдающегося поэта Камола Худжанди. Также при активном участии народа в минувшем году в атмосфере мира и спокойствия, полной политической стабильности и национального единства состоялись два важных политических мероприятия. Во-первых, выборы депутатов Маджлиси Намондагон, местных маджлисов народных депутатов, и, во-вторых, выборы президента Республики Таджикистан. В 2020 году доля расходной части социальных сфер в общем объеме достигла 50% в расходной части государственного бюджета. В настоящее время для развития различных социально-экономических сфер страны реализуется 70 государственных инвестиционных проектов на общую сумму около 40 миллиардов самани. После обретения независимости политика государства в сфере промышленности коренным образом изменилась. Основное внимание стало уделяться укреплению производства и экспорту готовой продукции путем внедрения новых технологий, широкого использования источников местного сырья, его полной переработки и всестороннего использования трудовых ресурсов. В результате этого только за последние 5 лет внутри страны было произведено импортозамещающей продукции на общую сумму более чем 44 миллиардов самани, что способствовало
способствовало резкому снижению зависимости продовольственного рынка от импорта. Таджикистан обладает богатыми запасами различных минералов, таких как черные, цветные, драгоценные, редкие металлы, самоцветные декоративные камни, уголь и тому подобное, утвержденный объем которых составляет сотни миллиардов самани. В настоящее время в Таджикистане открыты и изучены более 600 рудников и 800 месторождений, в которых имеется более 60 видов минерального и неминерального сырья. Глава государства отметил, что правительство Таджикистана продолжает стремиться к достижению энергетической независимости в ближайшие годы путем создания новых энергетических мощностей. Кроме строительства Рагунской гидроэлектростанции, модернизируются действующие ГЭС, такие как Нурекская, Каракумская, Сарбанская ГЭС с использованием свыше $1 миллиарда. Продолжается строительство ГЭС Себзор в Горно-Бадахшанской автономной области. В текущем году будет завершена модернизация Сарбанской гидроэлектростанции. В годы независимости в транспортной сфере страны были осуществлены 53 государственных инвестиционных проектов на сумму 20,3 миллиарда самани. Были построены и сданы в эксплуатацию более 2200 километров дорог, имеющих международное значение. В эти дни в транспортной сфере продолжается реализация 15 государственных инвестиционных проектов на общую сумму 8 миллиардов самани. И в текущем году завершится реализация 4 государственных инвестиционных проектов. В соответствии с анализом, среднее годовое развитие производства сельскохозяйственной продукции в течение 1997 по 2020 годы составило 7,3%, а его объем в этот период увеличился в 5 раз. Льготы, предоставленные для развития сфер животноводства, птицеводства и рыбоводства, дали серьезный импульс развитию упомянутых сфер. С целью государственной поддержки земледельцев страны и обеспечения изобилия на продовольственном рынке было предложено освободить земледельцев на 1 год, то есть в 2021 году, от платежа единого налога на землю. Правительству страны необходимо принять меры для возмещения источника данного налога. В настоящее время в мире туризм является одной из ведущих сфер экономики и поэтому стремительно развивается. Таджикистан вошел в десятку самых привлекательных для туристов стран, в десятку лучших стран пешего туризма, в 5 лучших стран по упрощенной системе предоставления виз. Памирский тракт включен в десятку красивейших дорог мира, а город Душанбе вошел в десятку городов по обеспечению безопасности. Решение социальных вопросов всегда находится в центре внимания политики государства и правительства страны, ибо сфера науки, образования и здравоохранения считаются основными направлениями социально-экономического развития. В минувшем году в стране были построены и сданы в эксплуатацию 157 средних общеобразовательных, начальных, средних профессиональных и дополнительных классов на 63 тысячи посадочных мест. С целью государственной поддержки и улучшения социального положения студентов, магистров, аспирантов и докторантов было предложено с 1 сентября 2021 года увеличить их стипендии в размере 30%. В период независимости Таджикистан установил дипломатические отношения со 178 странами мира и стал активным членом авторитетных международных и региональных организаций. На этой основе по всем направлениям развиваются наши отношения дружбы и сотрудничества, прежде всего с нашими ближайшими соседями, странами Центральной Азии, а также Содружество независимых государств, имеющими особое место в системе межгосударственных отношений Таджикистана, и мы будем развивать эту политику и в дальнейшем, отметил глава государства. Высшей целью государства и правительства республики является обеспечение устойчивого экономического развития страны путем повышения эффективности использования имеющихся ресурсов и возможностей, поиска новых источников развития, продвижения сфер науки, образования, здравоохранения, формирования человеческого потенциала, благодаря чему мы будем постоянно стремиться к повышению и улучшению уровня и качества жизни народа Таджикистана. В этом процессе также одной из важнейших наших целей считается укрепление авторитета и имиджа Таджикистана на международной арене. Также лидер нации выразил уверенность в созидательной силе славного народа страны, в том числе полной энтузиазма и энергии молодежи, и что мы все вместе сплоченным и созидательным трудом до исторического праздника 30-летия государственной независимости дорогого Таджикистана сделаем еще более краше облик нашей любимой Родины до самых дальнейших уголков нашей страны.
Ну и коротко о зарубежных новостях. Мощный торнадо обрушился на американский штат Алабама. По меньшей мере 1 человек погиб, десятки ранены. Сход оползня в Карабудакенском районе Дагестана привел к разрушениям ряда зданий. Уважаемые телезрители, это были все те новости, о которых мы успели вам рассказать к этому часу. О развитии событий в стране и в мире в 20:30. Будьте здоровы и не переключайтесь.